Так, очередной бред от бедолаги в метро. Смотрим. Вот так теперь выглядит московское метро. Новые москвичи едут на работу. В Москве мигранты составляют уже значительную часть населения. Посчитайте, сколько русских на этом видео. Так вот. Во-первых, я тебе сейчас объясню тогда, уже раз ты за русских заговорил, плохо ничего о русских говорить не буду, сразу говорю. Во-первых, очень много русских после начала СВО уехали. Во-вторых, люди просто едут на работу, это общественный транспорт. В-третьих, если ты хочешь там посчитать, там, где русские и так далее, ты просто бедолага, братуха, ты просто бедолага. Русские, да, если ты хочешь понять, русские, зайди в шикарный ресторан какой-нибудь, да, там, в центре Москвы, зайди в какой-нибудь бизнес-центр, ты там очень много русских увидишь. Зайди в спортзал с утра, ты очень много русских увидишь. Выйди где-нибудь на пробежку, ты очень много русских увидишь. Пойди в университет, ты очень много русских увидишь. Русские, вот в отличие от тебя, есть нормальные русские, которые бизнесом занимаются, воспитывают детей, спорт, значит, учатся, да, развиваются. Эти люди, ты их не увидишь, потому что твой мир, это мир бедолаги, который просто ищет какую-то причину, лишь бы высказаться, найти что-то плохое, что-то негативное в других людях. Эти люди, в отличие от тебя, вот, которые там есть, да, сколько бы их там ни было, они едут работать, они думают о своей семье, как их прокормить, как отправить деньги и так далее, что им завтра делать. А ты просто бедолага очередной, который просто ищет какую-то причину найти в других людях зло, и вот чтобы вот свое не видеть, да, что ты какой-то бедолага, просто вот, ну, который ничего не хочет делать, что-то ждет там, пока с неба упадет, пока государство сделает. Нормальные русские двигаются. Вот бери пример со своих, которые бизнес делают, воспитывают, спортом занимаются. Вот и все. Ты найдешь очень много русских. И я тебе еще скажу. Русские, почему их так мало еще? Они находятся на СВО. В отличие от тебя, который ищет какие-то недостатки у себя же в стране. Друзья, разве вы вот это поведение считаете нормой? Посмотрите, они видят в метро бородатых кавказцев и сразу начинают на них вешать всякие разные ярлыки и всякую гадость говорить. Разве это нормально? Пытались спровоцировать в московском метро. Два парня спокойно ехали в вагоне. Один стоял с наушниками на шее и смотрел в телефон, когда к нему начал приставать мужчина. Второй парень сидел напротив с черной спортивной сумкой на коленях. К нему начала цепляться женщина, а позже подключился и тот же мужчина. Они требовали открыть сумку и вели себя так, будто мусульманин с бородой и сумкой уже автоматически становится подозрительным человеком. Что в сумке? Парней оскорбляли фразами, которыми часто пытаются показать человека чужим и унизить только из-за внешности или происхождения. Но они не стали отвечать агрессией. Знаете, что самое обидное? То, что когда кавказцы, где-то там дагестанцы, ингуши, чеченцы, когда выигрывают какие-то там турниры, они сразу российские спортсмены, а тут уже они забыли про это, и сразу это лица кавказской национальности, сразу вешают ярлыки. Это что за лицемерие? Напишите свое мнение по этому поводу. Мне очень интересно. Посмотрите, это у нациста. Он сам русский убежал от России, чтобы не попасть на фронт. Смотрите, что говорит. Во-вторых, как оно все было на самом деле. Там уже этого таджика записали в герои-мученики. Заступился за бабушку, за русскую девушку. А этот таджичонок оказался не так прост. Он состоит в группах так называемый чистый ислам. Это та, что с черными флагами. Кто не знает. На первый этот таджика нигде не писали герой. Он на первый себя защитил. На второй, ты сам русский, убежал от России, живешь в Европе, Словения, себе подавал беженность. Молчи лучше, позор. Ты сам живешь международный беженец там, чтобы ты не вернулся в Россию. Лицемеры, блин, вы, нацисты.